Друзья, приветствуем вас! Очередной выпуск Love Зона на информационном портале Love MD. И сегодня у нас в студии гражданский активист, представитель активной молодежи Андрей Шевель. Андрей, я рада приветствовать тебя. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Привет. На днях Гагаузию посетила с официальным визитом президент нашей страны Майя Санду, где в рамках встречи обсуждали вопрос поддержки и изучения гагаузского языка, в том числе румынского языка нашим населением. Кроме того, затронули тему о необходимости борьбы с дезинформацией и коснулись немного выборов, насколько я знаю. И вот сразу же после этого в публикациях в социальных сетях с появлением этой информации возникли полярные мнения о значимости развития и сохранения гагаузского языка, а некоторые пошли еще дальше, заявляя о том, что всех участников, кто был на этой встрече, внести в список предателей народа Гагаузии. Вот ты как оцениваешь данную ситуацию, потому как ты непосредственно был модератором всего этого, наблюдал за всем этим, и, насколько я знаю, и последствия были после этого, с которыми ты столкнулся? Да, спасибо за актуальный вопрос. На самом деле, давайте начнем с простого. То, что весь негатив, который был по отношению к этой встрече, был от людей, которые не были на этой встрече. То есть их не было, но они почему-то окрестили всех людей, которые там был, грантоеды и так далее, НПОшники, вот. Из тех всех людей, которые там были представители разных направлений. То есть это педагоги, это деятели культуры, это журналисты, это, да, и члены каких-то неправительственных организаций. Но там было достаточно много людей, больше половины людей, которые вообще никогда не имело никакого отношения к каким-то грантам и так далее, если уж речь идет об этом. Поэтому я не понимаю, как можно делать выводы о какой-то встрече, не быв там, и сделав какие-то умозаключения на основе некоторых фотографий участников, потому что они не могли видеть весь состав участников, там не все люди даже попали в кадр, то есть там было порядка 40, даже больше 40 человек. Вот, это в первую очередь. Во вторую очередь хочется подчеркнуть, что данная встреча была организована именно по инициативе граждан Гагаузии, которым не все равно, которые хотят диалог с президентом. То есть они видят, что региональные власти по ряду объективных причин не в состоянии вести адекватный диалог. И поэтому, когда была прошлая встреча 20 декабря в Кишиневе, в президентуре, тогда от граждан Гагаузии поступила такая инициатива о том, что президент должен приезжать чаще в нашу страну, потому что в наш регион, да, прошу прощения, потому что, будем объективны, в первый президентский срок со стороны центральных властей Кишинева было, возможно, недостаточно внимания гагаузской автономии, было недостаточно визитов, было меньше контакта. Была очень напряженная обстановка, и два единственных моста, которые существовали, мосты связи, это межпарламентская группа, она была прекращена по вине депутатов Народного собрания, и через официальные руководства Гагаузии и Молдовы, понятно, тоже не было никакой связи. И все, не было никакого взаимодействия. И вся работа по связи между центром и регионом, она была очень фрагментальной через каких-то отдельных людей, там примарский корпус и так далее. Поэтому мы решили, что если не работают одни двери, нужно открывать другие двери через гражданское общество. Поэтому повторюсь еще раз, там были разные люди, там были участники становления гагаузской автономии. И много достаточно уважаемых людей, поэтому нельзя и недопустимо на всех навесить ярлык, который сейчас популярен, да, как НПОшники и грантоеды. Вот, это первый момент. Второй момент. У нас вроде бы все в Гагаузии говорят о том, что нужен диалог. Абсолютно. Начиная от обычных граждан с улицы, заканчивая руководством Гагаузии. Но когда этот диалог происходит, идут возмущения, почему этот диалог, а почему она приехала. То есть у нас приезжает министр Боля
Вместо какого-то адекватного приема у нас шум, митинги и оскорбления. Об этом мы позже Да. поговорим. Приезжают другие представители с центральных властей, точно такая же реакция. Я задаюсь вопросом, а нужен ли диалог этим людям в действительности? Вот. Ну, а как ты оцениваешь ситуацию, когда участие тех, кто стоял у истоков становления Гагаузии, у прогрессивной молодежи, у интеллигенции, они участвуют в официальной встрече с президентом, и это все некоторые люди пытаются представить как предательство. Вот, на мой взгляд, в моей голове это никак не укладывается на сегодняшний день, когда, скажем так, выдающиеся известные люди Гагаузии встречаются с первым лицом государства. Я всегда задаюсь вопросом, а кого и что мы предали в этой ситуации? У нас, знаете, общество просто считает, что если ты поступаешь или думаешь не так, как думает большинство, то ты кого-то предал. Но люди забывают о том, что каждый человек имеет право на свое мнение, на свое видение, на свое мировоззрение в любой ситуации, и в том числе и в политических взглядах. И мы с этим сталкивались и в прошлом году на референдуме, и на выборах. То есть, когда какое-то меньшинство, допустим, там, проголосовало за европейский вектор в Гагаузии, все, тут нас окрестили предателями. И чаще всего упоминается, вот почему-то любят упоминать предателей какой-то традиционных ценностей, истории и так далее, и так далее. То есть люди у себя в голове решили, что вот это вот правильно. То есть их позиция, она правильная. И если кто-то с другой позиции, он автоматически становится предателем лишь только потому, что ваши мнения разнятся. То есть это в моей голове это вызывает диссонанс. И что интересно, некоторые люди, которые окрестили этих людей предателями, которые были на встрече, они до этого хорошо с ними общались, они до этого ходили к ним на передачи, был контакт, а тут эти люди как бы показали свое истинное лицо. Поэтому в моей ситуации предатели — это те, которые в первую очередь предают действительно те фундаментальные ценности, ради которых строилась автономия. То есть это язык, это культура, это история гагаузов. Предатели — это те, которые сегодня свой голос готовы продать за иную сумму. Вот этих людей в первую очередь надо называть предателями, а не тех, кто видится с президентом Молдовы. Я вообще не знал, что, оказывается, увидеться с главой государства — это считается предательство и преступление. Ну вот, оказывается, как-то так. Исходя из тех баталий, которые развернулись в социальных сетях, не только на твоей странице, но знаю, что и у других молодых людей, которые задавали вопросы президенту, вот ты столкнулся с волной этого хейта после этой встречи, и каково вообще вот это, себя чувствовать человеком, который провел встречу, провел, скажем так, в качестве модератора, в качестве участника встречу с первым лицом Молдовы, и в ответ получить вот такие вот, ну, я даже не знаю, ну вот с чем ты вообще столкнулся? Реакцию? Да, какая была реакция? Жесткая? Ну, смотрите. Я не скрываю того факта, что приглашение госпожи президента и вообще ее последние встречи с гражданским сообществом, это была в том числе и моя личная инициатива. И когда я на это шел, я понимал, с какими последствиями я столкнусь. Я понимал, что я столкнусь с непониманием. Я понимал, что я столкнусь с агрессией. Я понимал, что я столкнусь с хейтом. И когда ты что-то делая, уже понимаешь последствия, тебе это все потом легче воспринимать. То есть, наверное, с годами вырабатывается какой-то иммунитет, и ты уже проще на все реагируешь, особенно если ты знаешь, что ты делаешь правильные вещи, на твой взгляд, и вещи, которые принесут пользу твоему региону. И у нас в Гагаузии действительно, на самом деле, очень высокий уровень агрессии, какой-то вот ментальной агрессии, и это замечаю не только я, но и многие люди, гости нашей автономии, и это плохо. То есть мы вот создаем о себе вот такое впечатление, хотя я стараюсь говорить, что это не весь народ, что есть и более как бы адекватные представители, но у нас вот очень, знаете, такая
и такой момент, как неприятие чужого мнения, да, то есть вот если иное, там, ты с кем-то встретился, все, там обязательно нужно написать агрессивный комментарий, и я потом захожу на страницы этих людей, смотрю, это мамы с детьми, и я потом задаю себе вопросом, какое они вообще воспитание могут дать? Я, может, сейчас немного утрирую, да, но какое воспитание они могут дать своим детям, если они могут себе позволять публичные нецензурные оскорбления в социальных сетях просто за то, что люди встретились с президентом Молдовы. То есть, когда кто-то встречается, например, с кем-то из других политиков, да, вот у нас 1 марта был визит представителей блока «Альтернатива» в Камрад. С ними люди встретились, кто-то встречается с Башканом Гагаузией, кто-то встречается с Илоном Шором, кто-то встречается с президентом Молдовы. Но люди решили у нас тут, что вот эти встречи неправильные, молодцы. Эти встречи, они неправильные, это предатели. Поэтому я к такому уже привык и призываю всех, кто с таким сталкивается, просто реагировать на все проще и двигаться дальше, если вы знаете, что вы делаете какое-то правильное дело. И самое главное, у меня есть мои близкие, мои единомышленники, мои родные, которые я знаю, что меня поддерживают в этой ситуации. На мнение остальных людей, да как-то все равно получается. Ну, смотри, если мы проследим в течение февраля, февраль был богат на визиты первых лиц страны. И Боля присутствовал на встрече, принимал участие в Совете по региональному развитию, плюс президент был, плюс Рычан посещал. И во всех этих визитах мы прослеживали такую тенденцию, что после этого такой тянулся шлейф скандалов. То флаг не там оказался, не в нужном месте, то митинги проводятся. Не кажется ли тебе, что за всем этим стоят люди, группировка людей, которые заинтересованы в том, чтобы, ну, окончательно, наверное, испортить уже имидж нашей прекрасной родной Гагаузии? Ну, смотрите, как заявляли сами некоторые участники партии Шора, политические сторонники, они сами говорили, что в Москве у них есть кураторы, которые посылают им периодические месседжи о том, так, тут надо сегодня акцию провести, тут пикет и так далее, и так далее, и так далее. То есть я не исключаю того, что, возможно, эти все действия контролируются извне. Я сейчас не буду говорить 100%, потому что я никогда не говорю, если я не знаю наверняка, но так заявляли сами же участники этой политической группировки, да, что у них есть вот определенные внешние кураторы. Вот. Это один момент, который очень подчеркивает то, что все эти акции, они удивительным образом оперативные. То есть оперативно люди, которые реагируют, выходят стабильно. Если вы заметите, это всегда одна и та же возрастная категория. Это пенсионеры, которые как бы априори уже находятся... Ну, они получают, да, вот эти вот, многие из них надбавки, какие-то доплаты, и они как бы становятся должниками ситуации, и им говорят условно, вот мы вам помогаем, теперь вы нам помогите, да, нужно вот выйти, покричать, плюс в них поднимает уровень вот этой вот какой-то внутренней агрессии. Пенсионеры у нас это, к сожалению, сегодня люди, которые очень сильно подвержены, хотя разные возраста подвержены дезинформации, но пенсионерами легче всего манипулировать в этой ситуации. Я сейчас не против пенсионеров, да, чтобы мои слова потом никак правильно не интерпретировали. Мы благодарны старшему поколению искренне за все хорошее, то, что было. Но сегодня мы видим из ситуации, что как раз таки пенсионеры активнее всего участвуют вот в данных митингах, потому что они находятся в сложной социальной ситуации в стране, и им, с одной стороны, как будто бы ничего не остается, кроме того, чтобы принять эту помощь, но и стать заложником ситуации. Вот, поэтому тут вот такая вот получается картина, что всякий раз одно и то же, во время официальных визитов. И я не верю, что это какие-то стихийные акции, как пишут их некоторые так называемые СМИ. То есть получается, что цель таких акций — расколоть общество Гагаузии на сегодняшний день, я так понимаю. Да, вызвать дестабилизацию, да. Ну вот
коль мы затронули тему бабушек быстрого реагирования, которые по первому зову кураторов приходят и участвуют активно во всех мероприятиях, куда их попросят поехать и быть, с ними понятно. Они прожили в том режиме, они до сих пор свято верят в него. А молодежь, получается, что эти же кураторы каким-то образом оказывают влияние на молодежь, также финансово или может быть, какие-то распространяются нарративы, и как вообще твои сверстники на это реагируют? Тот человек, который мне говорил о том, что вот есть определенный куратор, он как раз таки молодой человек. И мы видим ситуацию, когда и молодые люди в Молдове, которые являются членами Блока Победа, они выходили на определенные там пикеты, акции, митинги, и прослеживая за их поведением, мы видим, что им как будто бы, знаете, вот им уже все равно, им главное это сделать, и они как будто бы знают, что будет за это там какая-то награда, какой-то бонус и так далее. Опять же, я не берусь 100% утверждать, что вот они там в любом случае 100% получат оплату, но было много различных доказательств из различных источников информации, что бесплатно, скорее всего, молодые люди на такие акции не выходят. И даже та же программа «Узнай Россию», да, которая вот активно работала в прошлом году, не все, вот далеко не все, но я точно знаю, что на некоторых людей там было оказано воздействие, то есть им предложили вот данное, скажем так, политическое сотрудничество, чтобы они тут потом проводили вот какую-то определенную работу. То есть по большей части, да, люди туда ездили, там отдыхали в Москве и так далее, но я знаю, что с некоторыми было воздействие в плане там перевести финансы, например, или потом работать и так далее. То есть это такая стратегия, ну, мягкой силы, назовем это так. Не кажется ли тебе, что вот после каждого какого-то громкого события, которое вот происходит у нас в Гагаузии, есть определенная группа людей, которые вот всегда, вот, ну, я такую тенденцию, по крайней мере, заметила, вступают, вот, пытаются скомпрометировать как-то вот такого молодого человека, как ты, участника встречи, или человека, который высказал мнение в социальных сетях. И на фоне этого разжигается сначала дискуссия, которая переходит в острый конфликт. Это манипуляция общественным мнением, либо это выполнение какого-то политического заказа вышестоящих кураторов, либо это попытка расколоть наше общество. Я вижу, что в каждом районе Гагаузии, в Улканештах и в Чедрлунге, и в Камрате есть определенные лица, которые активнее всего выступают в социальных сетях после каждого такого значимого события. Да. И нарратив у них всегда один и тот же, и они очень часто употребляют манипуляцию, то есть какие-то громкие кричащие лозунги по типу позор, скандал, криминал. Они даже оформляют это в социальных сетях таким образом, чтобы как бы эмоционально затронуть человека, какие-то тематики. И я лично тоже столкнулся с такой атакой, когда, будучи у ваших коллег на телеканале НТС, я высказался тогда, что помимо 9 мая мы должны уделять внимание таким событиям, как Голодомор и репрессии. Что сделали потом информационные каналы Илона Шора? Они это все представили, что я против Дня Победы вообще. Я предлагаю День Победы заменить. Хотя в той передаче я сразу ясно и четко подчеркнул, что помимо этой даты у нас должны быть и другие даты, которые внесли, которые важны, значимы для гагаузского народа, трагически или в ином смысле. Но, к сожалению, это все интерпретировали. Почему? Потому что тема 9 мая, она для людей как бы сакральная, да. И если указать толпе, что а вот этот человек против 9 мая, да они на него накинутся, потому что он как бы посягнул на святое. Хотя в том видео было ясно и четко показано, но и они все это еще подали под соусом того, что сторонник Майи Санду, что было эмоционально еще больше. И нашли мои фотографии во время поездки в Москве. То есть это все собрали воедино, и получилась такая солянка, такой винегрет, который дали людям поесть, и люди съели, даже не разобравшись, из каких продуктов он приготовлен. Поэтому в вашей передаче я еще раз
ответственно заявляю, я не выступал и не буду выступать никогда против 9 мая. Я за то, чтобы мы помнили и чтили события войны. Но помимо этого, мы также должны вспоминать и другие страницы истории гагаузского народа, от которых погибло не меньше людей, а где-то даже и больше людей. Вот в последнее время мы замечаем такую тенденцию, что сейчас начались атаки не только на активистов и представителей активного гражданского общества, но звучат нападки и в адрес средств массовой информации, особенно независимых средств массовой информации, такие как ЛАФ-МД, Нокта. Если ты помнишь, недавно на съезде депутатов всех уровней экс-депутат Борис Новак, выйдя к трибуне, начал свое выступление с того, чтобы призвать всех присутствующих, ну и в том числе, наверное, население автономии. Он же прекрасно понимал, что идет прямой эфир, и все, большинство его в этот момент слышат и видят. Ну и вот он тогда призвал проявить такую вот, я бы так сказала, презрение, да, по-моему, он так выразился. Выразить всеобщее осуждение. Осуждение, да, и презрение. Вот на твой взгляд, к чему может привести вот такое вот поведение, скажем так, бывших политиков, нынешних политиков? Причем я наблюдала за реакцией Башкана и спикера, они его не остановили. Конечно, да. Вот, и была улыбка на лице одобрительная. Вот, и я так понимаю, что руководство автономии поддержало его в этом призыве, судя по тому, что реакции никакой не последовало. И лично для меня, как для журналиста, ну, это такой, скажем так, волнительный сигнал, потому как если с этих дней так открыто на таких официальных мероприятиях призывают и агрессивно, то я думаю, что ближе к выборам, наверное, ситуация обострится. И мне бы хотелось узнать твое мнение, может быть, высказывали мнение твои сверстники в отношении того, что пошли уже нападки на независимые СМИ. Для меня вообще в голове не укладывается то, как люди, которые говорят, очень кричат много о том, что ограничивается свобода слова, о том, что закрываются те или иные телеканалы, сами же в Гагаузе используют, ну, если исходить из этой логики, такие же методы и даже хуже. То есть вы говорите о том, что закрывают там какие-то каналы на территории республики, о том, что там ограничивают, но вы сами же просите выйти журналистов из зала, вы сами же просите зал, вы опять же эмоционально разогреваете зал против каких-то СМИ. И тогда у меня в голове возникает вопрос, получается, вы сами же противоречите своим словам, да? То есть, если вы говорите о свободе слова для всех СМИ, для ваших, неважно, тогда не ведите себя так. То есть, поэтому я говорю, в работе нынешнего руководства Гагаузии, их сторонников, очень много противоречий своим же словам. Они говорят о том, что они хотят диалога, приезжают первые лица, они так себя ведут. Они говорят о том, что нужна свобода слова, они активно действуют против средств массовой информации, которые транслируют иную точку зрения. И я очень надеюсь на то, что общество обратит внимание на этот момент, хотя мне кажется, что, к сожалению, в большинстве своем многие люди у нас не анализируют данные ситуации. Им кажется, что это либо нормально, либо особо сильно не вникают. Ну, покричали, сказали. Но коль вы называете свое мероприятие так громко, как съезд депутатов всех уровней, и на съезде депутатов всех уровней происходят такие вещи, то это все очень сильно обесценивается. У меня были очень пессимистические настрои касательно этого съезда, но реальность, она оказалась гораздо даже хуже, чем была. И одно дело, когда к этому призывает Борис Новак, да, который, как бы, человек уже не занимает на данный момент никакую должность, но когда об этом говорят первые лица Гагаузии, говорят и одобряют. Это
ну, как сейчас молодежь говорит, red flag прямо, сразу, автоматически. И когда мы видим, что руководство Гагаузии позволяет себе очень много политизированных высказываний и публикаций, я могу сказать одно, что на данный момент данное руководство Гагаузии это самое политизированное в отрицательном смысле слова руководство Гагаузии за весь период. Вот не было у нас еще настолько политизированного Башкана и зама Башканов, как вот сейчас вот, к сожалению, вот такая вот ситуация. И это одобрение, может быть, непонимание ситуации, насколько это критично смотрится на самом деле, только расстраивает. Я еще добавлю то, что в этой ситуации нет оппозиции. То есть получается, что и исполнительный комитет, и руководство Народного собрания, и руководство исполкомов, лице замов, они все поддерживают единую линию единого человека, и получается, что следует каким-то идеям общим. Знаете, Наталья, я вот раньше думал, а хорошо или плохо, когда есть оппозиция? То есть мне казалось, что наоборот, если вот и исполком, и народные собрания, и все будут двигаться в одном направлении, и пусть лучше они будут представители от одного там человека или партии и так далее, мне казалось, что это будет хорошо, потому что не будет возникать никаких конфликтов. То есть будет стабильность, будет быстрее приниматься бюджет. Но сейчас я понимаю, что когда нет вот этого вот противовеса, есть отдельные депутаты Народного собрания, как Александр Тарнавский, как Сергей Захария и другие, Михаил Железогло, которые высказываются, да, если мы говорим про представителей органов. Но, опять же, их, к сожалению, меньшинство. И вот как раз таки то, о чем говорилось на этой встрече, тема выборов. Никто ни за кого не агитировал, я вот говорю с полной ответственностью, но был призыв к тому, чтобы мы адекватно голосовали на выборах в Народное собрание, которое состоится в этом году. И эти выборы, они, наверное, во многом определят дальнейший курс автономии. И я искренне хочу, чтобы в Народном собрании сформировалось адекватное, некупленное большинство, которое даст объективную оценку руководству Гагаузии и, собственно, будет служить противовесом там, где нужно служить. То есть мы сегодня, если исполнительный комитет выдвинет какую-то действительно хорошую инициативу, вот давайте представим себе хорошая, неполитизированная инициатива, проект, да все поддержат, кто будет против? Но когда раз за разом принимается решение, мягко говоря, сомнительного характера, когда провал в бюджетной сфере, когда полное отсутствие какой-то стратегии видения автономии и край мечты превращается в крах мечты, ну, тогда как можно положительную оценку дать такому исполнительному комитету? И когда вы хвастаетесь тем, что вы там где-то выделили деньги на дорогу, так это ваша прямая обязанность. У вас есть какой-то бюджет, который вам в любом случае надо распределить, и он на что-то пойдет. Но выдавать это как за какие-то за свои достижения я бы не стал. Ну, мы знаем, что в первые, скажем так, половину срока нашего Башкана дорогу делали не за средства из бюджета автономии. Да. Она озвучивала, что все это сделано на средства меценатов, в частности Илана Шора. В Гагаузии традиции сильны, и с этим не поспоришь. То есть пророссийское настроение, мы в этом убедились, когда прошли выборы и референдум. И как ты вообще оцениваешь перспективу изменений? Возможно ли, что молодежь, вот такая же прогрессивная, активная, поменяет свое мышление, поменяет свое видение, потому как молодые люди чаще и больше уезжают за рубеж, видят, как живут в других странах. Поменяется ли что-то в Гагаузии? Уйдут ли вот эти вот нарративы и больше 90% приверженцев России, Российской Федерации и всего, что с этим связано? Ну, смотрите, времена не всегда меняются, и меняется мышление людей. Так всегда было на протяжении мировой истории. Если брать даже, в пример, там, историю России, да, когда-то люди считали, что
царь превыше всего, то есть Российская империя, да, потом они решили, что вот должен быть коммунизм, потом пришли другие времена, да, уже независимая Российская Федерация. Да, но тогда люди были неграмотные, а сейчас у людей очень много источников получить информацию достоверную, недостоверную, можно ее проверить, убедиться в достоверности. Вот в этом, я думаю, что разница. На самом деле я тоже верю, что изменения, они в любом случае наступят, потому что век глобализма, он расширяется, хотим мы этого или не хотим, но мир становится более глобальным, и людей меняется восприятие, и уходит поколение, это естественный процесс, что уходит поколение, которое росло в одно время, которые были воспитаны одними ценностями, и приходит время других ценностей. Я вижу, как на самом деле рассуждали мои ровесники там, и рассуждает нынешняя там, молодежь, которым 17-18 лет. У них и вещи, которые, может быть, для меня там когда-то казались дикими, сейчас это воспринимается уже как нормально. И я перестал некоторым вещам сопротивляться, потому что я понимаю, что вот сейчас такое время. То есть у меня есть определенный кодекс каких-то ценностей, которые для меня будут всегда и везде. Но есть вещи, которые я понимаю, что смена мышления это нормально. И, наверное, стабильность мышления это не всегда хорошо. То есть в плане того, что вот всю жизнь думать по одному. Но тут есть другая проблема. Да, поколение меняется, но молодое поколение, многие уезжают из автономии. И тот процент молодежи, который могла бы привнести какие-то свои изменения, он уезжает, а тут как бы остаются люди более консервативных взглядов. Поэтому я вот тоже думал, что в сравнении с референдумом, который был в 2014 году в Гагаузии, так называемый референдум за внешний курс, и сейчас будет больше разница. То есть, ну, я думал, примерно до 10% проголосуют в Гагаузии. Процент был меньше, потому что те люди, которые могли бы проголосовать, они голосовали, но они голосовали за рубежом. Поэтому получилась такая картина. Я знаю очень много гагаузов, молодых гагаузов, которые работают в европейских странах, которые уже другого менталитета, склада ума. Потом происходит такая картина. Но с нашей стороны остается только работать, доносить до людей другую точку зрения, а люди пусть сами уже делают выводы, то есть никого заставлять не будем. И хорошо, что есть наша площадка, наша студия, где мы можем обменяться этими мнениями, подискутировать. И наше время истекло, подошло к концу. Я благодарю, Андрей, что ты принял участие в интересном разговоре. Спасибо за откровенные ответы. Я хочу напомнить, что очередной выпуск Love Zone подошел к концу. Благодарим вас за внимание. Всего доброго. До свидания.